Смартфон, удобная обувь и QR-код. Для экскурсии по Сыктывкару теперь этого будет достаточно. Бесплатный аудиогид с прогулкой по городу уже доступен всем желающим. Это совместный проект регионального Министерства культуры, туризма и архивного отдела и компании МТС. Помогал и один из авторов проекта «Пешком по Усесольску» журналист Игорь Бобраков. В путеводитель его, кстати, выпускают по всей стране. Вошли 15 мест и истории столицы республики. Их сыктывкарцы выбирали путем открытого голосования. Знаете ли вы, что в Сыктывкаре живет привидение? Или, например, где можно поискать сокровища Царской империи? Это все можно будет узнать в нашем аудиогиде. Он достаточно простой, и, как, наверное, все уже понимают, наши технологии идут в ногу со временем. Ведь когда мы выходим из дома, что вы в первую очередь берете? Хорошее настроение и смартфон. А в смартфоне практически вся наша жизнь – это как раз и есть те технологии. Встретить привидения и узнать, где находятся места силы. Аудиогид ведет путешественников по самым мистическим уголкам города. Первая точка как раз около литературного музея имени Куратова. Вот вся эта наполненная духами и золотом история семьи, проживавшей в этом доме, она уникальна. И сам порядка 5-6 лет назад узнал, что там был тайный ход, и все было интересно, что же с ним случилось, как его нашли. Есть фотографии, к сожалению, вот этого не удалось, но само это здание, в котором находится литературный музей имени Куратова, он достаточно интересен и как раз, наверное, является такой яркой точкой, первой точкой знакомства с аудиогидом. Аудиогид размещен в открытом доступе на крупнейшей онлайн-платформе для аудиопутеводителей.